Добрый вечер, добре, пану господару радуйся. Ой, радуйся, земле, Сын Божий народився. В эти дни, дорогие друзья, мы поем. Древняя традиция встречать колядками, то есть рождественскими песнопениями, эти дни очень хороша. Она выражает состояние нашей души, состояние внутренней радости. Мы воспринимаем Божье откровение, мы чувствуем Божью любовь, и сердце не может не петь. Оно хочет излить этот свет окружающим. Поэтому как прекрасно, что мы желаем видеться, встречаться, ходить друг к другу в гости и этими песнями друг друга поздравлять. Вчера, посещая одну женщину, болящую, находящуюся на дому, вот с порога я вдруг вспомнил о том, что мы сейчас так делаем, и вот запел, и она так умилилась и поблагодарила. Ведь как неожиданно и приятно, и так мило это и непосредственно, что мы это поем, что вот эти песни звучат. А в них, между прочим, очень точно передается смысл праздника, богословский, догматический. Ну, например, в известной колядке поется: «Все мы согрешили, спаси пред тобой, все мы люди грешны, ты один святой. Прости вся прегрешения, дай нам оставление, днесь Христово Рождество». Вот глубокая православная догматика в такой стихотворной, песенной форме излагается, то, что все люди грешны, водами все согрешили, и только один у нас Спаситель, один безгрешный, один святой – это Христос, который нас соединяет с Богом. Приятно еще и то, что мы поем на разных языках. Вот, например, наш народ тесно связан с украинским народом, и поэтому вот украинские слова и некоторые обычаи и напевы, они знакомы нам, звучат с детства. Вспоминаю, что у нас в классе училось немало ребят украинской крови. И поэтому, хоть и не знаю языка досконально, не владеем, а хочется и вот так, хоть и поверхностно знаком, а петь вот на этом языке, показывая этим, что во Христе, в Христовой вере уже нет разделения на народы, нет национализма, нет вот этого политического противостояния, что все мы едины, что в Боге мы все соединяемся, что мы прощаем и любим и врагов своих. И вот этот мир, который Господь принес на землю, он в нашей душе пребывает. Мы и поем, что на земле мир, в человецах благоволение. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Именно Спаситель принес нам мир. В Святой Церкви Он дает нам мир. Мир внутри нас, мир с окружающим, мир с Ним самим, с Богом. Это самое дорогое, самое важное. Мир с Богом. Вокруг Церкви, конечно, вокруг ее границ, вот в той области, которая уже лежит вне самого Бога, которая уже переходит в греховную жизнь, там, конечно, бушует война. И эта война идет и против Церкви, эта война раздирает порой и нас, верующих людей, в той мере, в которой мы еще не осветились, в той мере, в которой мы еще принадлежим самолюбию и греху. Конечно, эта борьба нас захлестывает, но мы чувствуем, что в самом Христе мы получаем этот глубокий, неотъемлемый мир. Хотелось бы мне еще сегодня сказать, в ответ как бы на высказывание тоже одной собеседницы, которая в этом году, в праздник, открыла для себя понимание, то, что Господь-то, оказывается, по плоти родился. Как человек Он пришел в мир, а как Бог Он рождается предвечно от Отца. И, может быть, не все действительно этот аспект нашего богословствования понимают. И послание к евреям во 2 главе с 11 стиха, оно нам как раз прекрасно словами апостола Павла и объясняет эту истину. Давайте вникнем в нее. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще, я буду уповать на Него. И еще,
вот я и дети, которых дал мне Бог. Вот как раз апостол и говорит о том, что и освящающий, то есть наш первосвященник, наш Спаситель и Учитель Христос, как Сын Божий, и освящаемые, то есть мы люди сотворенные, мы все от единого Бога Отца. Но Христос, как Сын Божий, предвечно рождается от Отца, это Его свойство, Он всегда был, и Его отношение с Отцом – это рождение. А свойство Святого Духа – это вечное исхождение от Отца. Хотя мы и не понимаем до конца, что такое по отношению к Богу рождение и исхождение, но сами эти слова даны нам в божественном откровении, и мы их с благоговейной тайной потребляем. И вот Он уподобился нам, то есть мы все от единого, и вместе с тем мы разные, божественная природа и человеческая – это не одно и то же, и во Христе происходит соединение. То есть Он приходит в мир. Хотя само-то Его воплощение, строго говоря, происходит в праздник Благовещения, когда Он зачинается в утробе Пресвятой Девы Марии от Духа Святого в ответ на ее согласие стать Матерью Спасителя. Но само пришествие в мир – это вот праздник, день рождения Иисуса Христа. Так он и называется в нашем календаре. Еже по плоти рождение. То есть по плоти, как человек, он рождается, появляется на свет именно в этот день. И дальше читаю. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Он принимает плоть и кровь. Вот как дети плотью и кровью рождаются от родителей, также Христос причащается нашей плотью и кровью, то есть становится единым с нами именно по нашему телесному составу. Для чего? Чтобы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявол. Власть дьявола над людьми заключается в господстве смерти над нами через грех. Как грех в людей вошел, так и смерть через грех вошла. И он смертью смерть попирает. То есть он принимает смерть, тем самым становится жертвой за нас, и поэтому освобождает нас, по вере в него, освобождает нас и от греха, и от смерти. Не ангела восприемлет он, то есть он является нам не в ангельском образе, а именно в человеческом. Восприемлет семя Авраамова, то есть из потомков верующего Авраама он принимает свое пришествие в мир. Должен был во всем уподобиться братьям. Он во всем уподобляется нам. И душа у него тоже человеческая, и ум у него тоже человеческий. Потому что, как говорили отцы, что не воспринято, то не уврачевано. Он воспринял все, чтобы уврачевать все. И тело наше, и дух, и душу, и ум. Чтобы быть истинным, то есть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Он по-настоящему и может нас искупать и освящать, потому что был искушен. То есть он, как человек, прошел все эти искушения. Искушения предательством, искушения пытками, искушения смертью. Но он это совершил, поэтому может и искушаемым помочь. И значит, и нам сегодня, когда нас терзают те или иные искушения в жизни, он может помочь. Надо к нему обращаться, надо его об этом просить. И никто уже не может сказать, что это невозможно для человека. Бог показывает, что он сам этот путь прошел. Эпоха христологических споров, которая ярко началась в IV веке и продолжается до сих пор, то есть спор о том, кто такой Христос. И мы выразили свою веру в символе веры, и мы обычно обращаем внимание на его божественную природу, на снисхождение Бога, на его смирение, на его любовь к нам. Но надо помнить, что во Христе нам является и совершенство человеческой природы.
то, что он и совершенный человек, второй Адам. И что это значит? Это значит, что нам надо вглядываться в него, то есть духовно всматриваться в него и стремиться подражать ему во всех совершенствах. Вот будем сегодня читать Евангелие от Матфея, и там кое-что назидательное об этом тоже найдем. Когда они отошли, то есть волхвы, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тут святитель Дмитрий Ростовский поясняет нам, что Египет должен был тоже принять участие в этом жизненном пути Иисуса Христа, потому что именно в Египте впервые явился прообраз Пасхи, это при исходе евреев из Египта. И еще рассказывается, нам известно из апокрифического, то есть неканонического Евангелия, такая умилительная история. Не будем сейчас рассуждать о ее правдоподобности, но Бог действительно такие встречи часто устраивает. Когда они шли по дороге в Египет, на них напали разбойники. И разбойники хотели их, как обычно, ограбить и убить. Но один из этих разбойников, увидев младенца, удивился его необыкновенной красоте. И сжалился над ним и сказал, что давайте оставим их в живых. И тогда Пресвятая Матерь, Дева Богородица, сказала ему следующее: «Знай, что сей младенец воздаст тебе щедрым воздаянием за то, что ты охранил его». И вот предание говорит, что этот разбойник был тот самый, который впоследствии при распятии Христа был повешен на кресте по правую сторону, и которому Господь сказал: «Днесь со мною будешь и в раю». Примечательно здесь, что всякое доброе дело, всякое умиление сердца не будет потеряно перед Богом, оно получит праведное воздаяние, хоть даже и спустя долгое время. И еще обратите здесь внимание на мысль о телесной красоте, о внешней красоте. Вот во Христе совершенство человеческой природы проявляется в том числе в необыкновенной, или лучше сказать, первозданной красоте его облика. Это мы видим на иконах, и иногда вот в людях мы тоже можем это увидеть. Я помню, беседовал с одной девушкой, которая воспитывалась в очень строгих порядках в старообрядческой семье. И вы знаете, такое было ощущение, как будто она вот пришла откуда-то из 17 века. Такие вот строгие черты лица, благородные, такой вот потупленный, в смысле смиренный взгляд, очень духовно чистое и красивое лицо. К этому надо стремиться не искусственно, а изнутри, потому что очищение сердца освобождает нас от грехов, и оно так или иначе будет сказываться и в красоте внешнего облика человека. О чем Господь и сказал, что не заботьтесь об одежде, посмотрите на лилии полевые. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И тут, конечно, и нам с вами надо поплакать о грехе аборта, который уже 100 лет царствует в нашей стране. За неделю, только по официальной статистике, в России убивается столько детей, сколько Ирод, жестокий царь, убил, чтобы уничтожить и царя иудейского Христа Бога. По смерти же Ирода, вот, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив
во сне откровения, пошел в пределы Галилейские и, пришед, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Назарейство это был древний обычай посвящения человеком всего себя на служение Богу. В Иисусе Христе он исполнился в полной мере. Здесь еще одно важное наставление мы черпаем, что, как говорит святитель Дмитрий, нам надо научиться бежать гнева и ярости человеческой, а не с гордостью противиться им. Так объясняет и святитель Иоанн Златоуст. В своем бегстве, говорил он, Господь научает нас давать место, то есть как бы не противиться чужой ярости, а бегать от нее. И если всемогущий бежит, то мы гордые научаемся этим не подвергать себя опасности. Ну то есть, когда есть прямая опасность жизни, не надо так горделиво выступать, сказать, это мне ничего не повредит, а надо по возможности благоразумно себя от нее сберечь. Ну, если, например, касается семейного насилия или еще каких-то опасностей. Ну, а уж если она неизбежна, или тем более, если это касается такого не физического, а, скажем, словесного унижения, ну, тут, наверное, уже надо по заповеди Спасителя поступить, то есть подставить вторую щеку, когда тебя бьют по одной. Вот мы и завершаем нашу беседу, начали ее рождественской колядкой, песнопением, также и закончим. Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте днесь Христова Рождество. Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте днесь Христова Рождество. С Рождеством Христовым!